четверг парламент утвердил при одном голосе против указ президента о продлении срока чрезвычайного положения в некоторых городах и регионах. Но он не мог этого не сделать, так как решение было принято на Совете Безопасности, а спикер Джоордху Кеңеши является членом этого совета. Так что Совбез постепенно становится как бы главным органом власти в стране. О продлении карантина в стране подробнее Андрей Токомбаев. Самым ожидаемым событием уходящей недели стало продление карантина, срок которого заканчивался в четверг. Во вторник на заседании Совета Безопасности в узком составе было решено продлить карантинные меры в некоторых городах и регионах до 10 мая, а на остальной территории ввести более мягкий режим ЧС. Ограничения на проведение массовых мероприятий, запрет на въезд иностранных граждан останутся в силе. Я предлагаю дополнить проект решения Совета Безопасности следующим пунктом. Рекомендовать президенту Кыргызской Республики продлить срок действия чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалабад и Атбашинском районе Нарынской области до 24:00 часов 10 мая 2020 года. По сведениям Минздрава, пик распространения коронавирусной инфекции пройден. На настоящий момент болеют COVID-19 более 700 человек. 400 с лишним выписаны по выздоровлении. На обсервации находится свыше 1000 лиц. Очень много инфицировано медиков. Участники заседания рассмотрели и ряд первоочередных мер, чтобы тяжелобольной не оказалась экономика страны. Обсуждая вопрос, как возобновить экономическую активность, первый вице-премьер-министр Куватбек Баронов предложил делать это поэтапно, дополнив при этом, что будет указан список предприятий, число работников в каждом из них, время работы и способы доставки сотрудников на рабочие места. В свою очередь, президент Сооронбай Джейнбеков напомнил участникам встречи, что очень важно сохранять санитарно-эпидемиологическую безопасность на объектах экономики, где будет возобновлена деятельность. И подчеркнул важность тесного взаимодействия местных властей, Министерства здравоохранения, Государственной инспекции по ветеринарной и санитарной безопасности. К примеру, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, торжеств останется в силе. Вузы и школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Санитарно-карантинные посты, установленные на въездах, выездах на территориях, где было введено чрезвычайное положение, продолжат функционировать. Говоря об ограничении массовых мероприятий, глава государства выразил сожаление, что руководство страны вынуждено отменить традиционные к 9 мая парад Победы и акцию «Бессмертный полк». Акцию «Бессмертный полк», которая в последние годы нашла широкую поддержку у граждан, предлагается провести в онлайн-формате. Из-за эпидемиологической ситуации в стране мы не можем провести массовые мероприятия, посвященные 9 мая. Но заверяю, что ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, как и во все предыдущие годы, будут оказаны должное внимание и почет, а средства массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Победе. Но большинству граждан сейчас не до праздников. Накануне заседания Совбеза ряд специалистов поделились с Пятым каналом своими мнениями по поводу необходимости продлить карантин. Например, эксперт по вопросам национальной безопасности Разбек Малдалиев считает, что в сложившейся ситуации самая большая проблема – невозможность восстановить работу транспорта. Остается решить вопрос с транспортом. Это очень уязвимый вопрос. Дело в том, что у нас автобусов нет. И как в других государствах соблюдать социальную дистанцию у нас очень сложно. Если запустить маршрутки и сказать, вы соблюдаете социальную дистанцию, это будет просто смехотворно. Это будет нерентабельно для этого вида деятельности. А вот для многих из тех, кто живет розничной торговлей непродовольственных товаров, либо работает в сфере услуг, дальнейшее продление карантина чревато нехваткой средств к существованию. Об этом во вторник сказала в прямом эфире Пятого представитель общественного объединения «Гражданский союз». Те люди, которые зарабатывали ежедневным заработком, жили на эти деньги, конечно, для них это вот эта ситуация очень сильно коробит. А если учитывать, что такие граждане составляют едва ли не половину населения, перспектива потуже затянуть пояса вряд ли будет способствовать социальной стабильности, добавила правозащитник. Те люди, те семьи, которые живут однодневным заработком, для них это очень трудно. Государство не в состоянии. Учитывая тот факт, что бюджет Кыргызстана не позволит компенсировать доходы каждому, кто по причине пандемии их сейчас лишен, поэтапное возобновление работы мелкого и среднего бизнеса сейчас крайне необходимо, подчеркивает Давлетбаева. Ведь Россия, посмотрите, какие льготы сделали, какую помощь они сделали каждой семье, не только каждой семье, но и каждому члену семьи выделены деньги, но у нас таких средств нет, я понимаю. Раз это такое невозможно, то нужно какое-то послабление обязательно. В том, что в нынешних условиях пандемии удастся избавить от оцепенения сектор малого и среднего бизнеса, сомневается руководитель общественного объединения «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.
Мы даже не сможем ослабить карантин. И мы будем вот в этой болоте, то как бы меры усилять, то ослаблять, будем долго до осени барахтаться, и, соответственно, наша вся экономика будет парализована. А правозащитник Эрик Ирискулбеков опасается. Подобная ситуация возможна по причине того, что среди зараженных немало медработников. Тенденция распространения вируса среди медицинского персонала вызывает очень большую обеспокоенность, поскольку это именно те лица, которые находятся впереди, на переднем плане работы с противодействием вируса. И когда мы видим, что очень высокий процент распространения вируса среди лиц, борющихся с этим вирусом, то может так получиться, что вот, мы можем потерять бойцов, которые работают против распространения этого вируса. А вот с точки зрения политолога Марса Сариева, середина мая является крайне допустимым сроком продления карантина. Дальнейшее его продление может спровоцировать социальный взрыв. Если будут карантин, чрезвычайное положение держать и май, и, скажем, июнь, как предлагают некоторые, вот, скажем, джалалабадские врачи, что надо еще 3 месяца, я думаю, будет социальный взрыв, потому что срывается посевная, это будет голод осенью, и, соответственно, полная фрагментация Кыргызстана. Есть и другая проблема, связанная с карантином. По причине закрытия границ сейчас туго с поставками ряда препаратов, в том числе и для лечения коронавирусных больных. Об этом на уходящей неделе информировал население замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев. Было несколько тендерных закупок, однако из-за того, что очень малое количество этих дорогостоящих препаратов, фирмы-поставщики обычно не участвуют в этих тендерах, и возникают проблемы с поставками этих препаратов. Впрочем, замглавы Минздрава уверил сограждан, что поводов для беспокойства нет. Но на сегодня многие препараты включены на централизованные закупки Минздрава и средств высоких технологий. Часть препаратов уже есть, часть препаратов, связанных с закрытием границ из-за пандемии, они немножко задерживаются. Итак, препараты немного задерживаются, но ситуация под контролем государства, которое, как известно, взяло на себя расходы по лечению коронавирусных пациентов. Ранее министр здравоохранения Сабирджан Абдикаримов оповестил население, что больные ковидом будут лечиться бесплатно. Степени заражения коронавирусом медики подразделяют на легкую, среднюю, тяжелую и очень тяжелую. Вот стоимость исцеления от каждой из них, включая расходы на лекарства, медицинские процедуры и содержание в больнице. Легкая форма – 7988 сомов. Средняя форма – 16370 сомов. Тяжелая форма – 74764 сома. Очень тяжелая форма – 118807 сомов. В Минздраве надеются, что средств на такое лечение хватит. Для борьбы с коронавирусом у страны есть около 180 миллионов долларов. Из бюджета выделен 1 600 000 000 сомов. Это почти 20 миллионов долларов. Более 160 миллионов долларов в страну поступило от различных донорских организаций. На фоне сражения с пандемией осталась незамеченной и другая проблема. В связи с распространением коронавируса другие инфекционные заболевания, разумеется, никуда не исчезли. Детей нужно прививать от кори, краснухи и других опасных инфекций. Ранее каждой весной в Кыргызстане проходила Европейская неделя иммунизации, проводимая по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта мера помогала предотвращать сотни детских смертей, особенно в социально неблагополучных семьях. Ее осуществляли специальные мобильные бригады медиков. В нынешнем году из-за карантина прививки проводятся не в полной мере. Известную поговорку «беда приходит не одна» не следует забывать тем, кто вовлечен в борьбу с коронавирусом. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Аделет Марсбеков, 5 канал, главные итоги.